Sveicu visus šī gada slēguma īpašā dievkalpojumā. Всех приветствуем на этом заключительном, особенном богослужении в конце года. Un novēlu bagātas svētības arī turpmākajā daļā. И желаем щедрых благословений также в дальнейшей нашем части. Piedāvāju pārdomu tēmu Предлагаю тему для размышлений, izvēle, rīcība un rezultāti. которая называется «Выбор, действие и последствия». Ikviena cilvēka izvēlei un rīcībai ir likumsakarīgas sekas. В каждом решении и действии человека есть связь, причинно-следственная связь. Gada noslēgumā cilvēki mēdz pieminēt pagājušā gadā sasniegto, Обычно в конце года люди вспоминают то, чего они достигли в течение года. domā par nākotni, Думают также о будущем, analizē iepriekšējā gada rezultātus, анализируют результаты прошедшего года, plāno, ko nākamā gadā varētu labāk darīt. и они планируют о том, что они могли бы в следующем году сделать лучше. Daži vadās pēc pagāniskām paražām, Многие руководствуются традициями языческими un cenšas uzzināt nākotni, lejot laimes, и стараются узнать будущее через какие-то гадания, lasot astrologu un ekstrasensu prognozes, читают прогнозы астрологов, экстрасенсов, vai pat iet pie zilniekiem un pareģiem. и даже некоторые ходят к прорицателям, гадателям. Bet Bībele, ko sauc arī par Dievu vārdu, Но Библия, которую мы знаем, является Словом Божьим, aicina to nedarīt, приглашает нас не заниматься этим, jo tās nāk no ļauniem spēkiem. потому что это исходит из источника злых сил. Dažkārt gada beigās pa masu informācijas līdzekļiem tiek popularizēti tādi populāri nākotnes pareģi, Иногда в средствах массовой информации стали популярными прогнозы таких как бы предсказателей. bet parasti tās prognozes nepiepildās. Но чаще всего прогнозы этих предсказателей не исполняются. Un tādas prognozes bieži vien ir kaitīgas tāpēc, И эти прогнозы вредны тем, personīgā dzīvē, для личной жизни людей, ka viņus stimulē ticēt un darīt tādas bīstamas darbības, kas ved pretī negatīvām sekām. потому что они могут побуждать людей делать какие-то действия, которые приведут их к отрицательному результату. Turpretī Bībelē ir vissvarīgākie vēstījumi, kas ir nepieciešami cilvēkam, И в противоположность в Библии есть как раз-таки весть, которая в каждом вопросе необходима человеку. Tur ir arī vissvarīgākās mācības un Bībeles piemēri par cēloņu un seku likumsakarībām. И также в Библии даны, показаны на разных примерах вот этот закон причины и следствия. Un tur ir aprakstīti arī vissvarīgākie Bībeles pravietojumi, И также там описаны самые важнейшие библейские пророчества, kuri ir piepildījušies, precīzi piepildījušies которые очень точно исполнились, pēc gadu desmitiem, gadu simteņiem un pat gadu tūkstošiem. которые были высказаны, но они через десятки, сотни, даже тысячи лет в точности исполнились. Un mēs varam ticēt, ka piepildīsies arī pravietojumi par Kristus otro nākšanu. И мы знаем, что также исполнится пророчество Христа о Его втором пришествии. Un pirms atveram Dievu vārdu šajā tēmā, vispirms pazemosimies savās sirdīs lūkšanā. И перед тем, как мы откроем Библию для изучения этой темы, склоним свои сердца в молитве. Mīļais debes Tēvs, pateicos, ka Tu savā žēlastībā mūs esi uzturējis līdz šim. Благодарим, Боже, за то, что Ты по милости Твоей сохранил нас до сего времени. Lūdzos piedod visu nepareizo,
Прости, Господи, все, что мы делали неправильно, un atver mūsu sirdis šajā brīdī, и открой сейчас наши сердца, lai mēs varētu uztvert Tavu vārda mācību, чтобы мы восприняли учение Твоих слов, lai mēs dzirdētu, ko Tu caur savu vārdu mums vēlies teikt, чтобы мы услышали, что Ты хочешь через свое слово сказать нам, un dāvinā savu garu sevišķu darbību, и даруй нам особым образом руководство Твоего Святого Духа, lai mēs izdarītu vislabāko izvēli, чтобы мы могли сделать самый лучший выбор, un lai mūsu rīcība turpmāk būtu sekmīgāka Tavā spēkā. и чтобы наши действия в дальнейшем были успешными в Твоей силе. To lūdzos un pateicos Jēzus vārdā. Это мы все просим и благодарим во имя Иисуса. Amen. Amen. Jeremijas 6. nodaļā, 16. pantā ir šādi vārdi. В книге Иеремия 6:16 написано: Tā saka tas kungs, stājieties uz saviem ceļiem, uzlūkojiet dzīves gaitu ceļus, izpētiet, kurš ir tas senais un labais svētību un laimes ceļš. Tad staigājiet pa to un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm. Bet tie saka, mēs negribam staigāt. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. Vai tāda būtu mūsu izvēle? Наш выбор был бы таким же, Tātad, lai sasniegtu labus rezultātus, чтобы достичь хороших результатов. vispirms ir jābūt pareizai izvēlei, Во-первых, должен быть сделан правильный выбор. ir rūpīgi jāmācās, Нужно тщательно учиться, jāapgūst zināšanas un prasmes, приобрести необходимое знание и опыт un mērķtiecīgi jārīkojas. и действовать целенаправленно. Un vislabāk to ir sākt jau no bērnības un jaunības, И, конечно, лучше всего начинать с детства и также подросткового возраста. jo mainīt savu dzīves virzienu gados un lielā vecumā ir diezgan grūti un neiespējami daudziem pat. Потому что менять направление своей жизни в зрелом возрасте или в старости очень трудно, а иногда и не получается. Tad kādi mērķi un kādi rezultāti būs manai dzīvē? Итак, какие цели будут в моей жизни и какие это будет иметь результаты? 1. Jāņa 4, 8. nodaļa, 2. daļa. Первое послание Иоанна 4:8, вторая часть стиха написано: Dievs ir mīlestība. Бог есть любовь. Tad mīlestība ir Dieva valstības pamatā, Любовь находится в основании управления божественной власти. un tie ir atjaunotās Dieva valstības sabiedrības attiecību arī pamatā. И они также находятся в основании у тех детей Божьих, которые восстановлены для Его Царства. Un to sauc arī par brīvības likumiem, И их называют также законом свободы, jo tie garantē patiesu brīvību потому что они гарантируют настоящую свободу un augstāku laimi. и наивысшее счастье. Bet mīlestība ar varu nevar uzspiest. Но мы знаем, что любовь невозможно навязать силой. Mēs teikt, ka tikai vāja ideoloģija lieto vardarbību. И можно сказать, что только слабая идеология использует насилие. Tāpēc šīs pasaules iekārtas, kas ir uzceltas ar varu, Поэтому те системы управления нашего мира, которые основались на силе, nevar garantēt to, ko sniedz šī Dieva valstība, kur valda apzinīga mīlestība. они не могут дать или гарантировать людям то, что может дать выбор осознанной любви. Kaut arī cilvēki ir kļūdījušies, Но, несмотря на то, что люди ошиблись, mīlestības Dievs vienmēr piedāvā jaunas iespējas. Бог любви всегда предлагает людям новые возможности. Dieva žēlastība ik rītu ir jauna, Божья милость, как написано, обновляется каждое утро. un lai Dievs dod, kā arī jaunā gadā šī žēlastība būtu jauna,
И пусть Господь даст нам также, чтобы и в следующем году Божья милость была новой для нас. Un mēs šos Dieva gara aicinājumus pareizi izmantot. И чтобы эти приглашения Святого Духа мы могли правильно воспользоваться. Dieva gars aicina staigāt pa svētību ceļiem, Дух Божий предлагает ходить путями благословения. un tāpēc arī pasaulē nāca Jēzus Kristus, И потому в этот мир и пришел Иисус Христос, lai parādītu priekšzīmi чтобы показать нам пример un arī dotu cerību un spēku mums labāk dzīvot. и также дать нам надежду и силу. Pēc Kristus debes braukšanas cilvēks uzrunā vairāk kā agrāk, varbūt pat svētais gars. После того, как Иисус вознесся на небо, к людям обращается больше Дух Божий. Un, ja Kristus cilvēka miesā varēja atrasties tikai vienā vietā, И Христос, находясь в теле человеческом, Он одновременно мог находиться только в одном месте. tad svētais gars var atrasties visās vietās pie visiem cilvēkiem un visos diennakts laikos. А Дух же Божий может находиться во всякое время с каждым человеком. Iesaist 30. nodaļas 21. pantā ir šādi vārdi. Исайя 30 глава, 21 стих написано. Un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus. Šis ir tas ceļš, staigājiet pa to, kad jūs esat nogriezušies pa labi vai pa kreisi. И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы уклонились налево. Tie, kas to visu noraida, Те же, кто отвергает все это, tiek aicināti apdomāties, pārdomāt un pārvērtēt vērtības un izdarīt pareizo izvēli. им предлагается такое предложение остановиться, обдумать, переосмыслить и сделать правильные ценности. Galatiešiem 6:7 ir rakstīts: Галатам 6:7 написано. Nepieviļaties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Tad cilvēka attieksmei pret Kristu, pret Dieva vārda aicinājumiem, pret svētā gara aicinājumiem ir likuma sakarīgas sekas. И человеку в его отношении к Богу, к Его Слову, это будет иметь судьбоносные последствия. Tiem, kas to visu noraida un dara ļaunu, Тем же, кто отвергает все это и делает зло, nodara ievērot teicienu, ka katrai spēlei ir pretspēle. что они должны были задуматься над тем, что в каждом действии есть свое противодействие. Un tas attiecas uz katru cilvēku individuāli un pat uz tautām un nācijām kopumā. И это относится как лично к каждому человеку, так и индивидуально к каждому человеку, и также каждой нации или обществу. Ja tagad tas pilnībā nav redzams, И, допустим, если это сразу не проявляется, tad Kristum nākot tas būs pilnībā redzams. то, когда Христос придет, это будет видно во всей полноте. Atklāsmes 1:7 ir rakstīts: В книге Откровения 1:7 написано: Redzi, viņš nāk uz padebešiem, viņu redzēs katra acs, un tie, kas viņu dūruši, par viņu vaimanās visas zemes ciltis. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Daudziem tā būs briesmīga diena. Для многих это будет ужасный день. 2. Korintiešiem 5:10 ir tādi vārdi. Во 2 Коринфянам 5:10 написано: Mums visiem ir jāparādās Kristus soļa krēslā, lai ik viens saņemtu, ko miesā būdams darījis, labu vai ļaunu. «Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал в теле, доброе или плохое».
Jā, par šo cēloņu un seku likumsakarību varētu pieminēt vēl dažus tādus spilgtus piemērus. Ярко показана эта причинно-следственная связь в некоторых еще примерах. Tad bija tā plašā tēma ar atkārtojumiem, vai Jēzus atmešana un notiesāšana bija taisnīga un likumīga. Помните, у нас был цикл проповеди, который Юрис говорил, которая имела общее название «Отвержение и осуждение Христа, было ли оно законно?». Un tur arī ir daži piemēri, kas aicina cilvēkus apdomāties. И там также были примеры, которые приглашают людей задуматься. Ir bīstami noraidīt svētā gara darbību un aicinošo balsi līdzīgi kā jūdu vadoņiem, garīgiem vadoņiem, Jūdasam un ļaunajam pūlim. Опасно отвергнуть и противиться голосу Духа Святого, так как это произошло с религиозными лидерами времен Иисуса и также с Иудой Искариотом. Tātad tie ir biedinoši piemēri, ka nevajag ļaunā gara ietekmē aiziet pārāk tālu, ka cilvēki vairāk nespēja atgriezties un nevar atgriezties. Это такие печальные примеры того, что человек, поддавшись влиянию каких-то темных, злых сил, может зайти слишком далеко. Matejas 27. nodaļas 5. pantā ir rakstīts par Jūdas. Матфея 27 глава 5 стихе написано об Иуде. Viņam pirms tam taču bija labas priekštiesības būt kopā ar vislielāko skolotāju. Ведь у него перед этим были огромные преимущества находиться рядом вместе с величайшим учителем. Bet viņš sadomāja nodot savu skolotāju par 30 sudraba gabaliem. Но он спланировал и предал своего учителя за 30 серебряных монет. Tad to viņi pakāpeniski soli pa solim pavedināja ļaunie gari. К этому его шаг за шагом последовательно подвели злые духи. Un Matejas 27.5 ir rakstīts, viņš nometa sudraba gabalus templī, aizgāja un pakārās. И Матфея 27 главе 5 стихе есть такое описание. «И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился». Tas bija Jūdu Sinedrija augstajā tiesā. Это произошло во время судилища, которое происходило в Синедрионе. Kad tiesā Jēzu Kristu vispirms Jūdu Sinedrijā. Они производили суд над Иисусом, а Юдас jau aizgāja. Viņš tur ieradās. Ну да. Tad Jūdas... Иуда также был участником в этом судилище над Христом в начале. Jūdas piepieši ieradās. Да, то есть он во время этого суда зашел туда. Viņa sirdī nebija nožēlas un atgriešanās. В его сердце не было раскаяния, сожаления. Viņa noziedzīgo dvēseli atzīties piespieda briesmīga apziņa par sodu un pazušanu, par gaidāmo sodu un pazušanu. Но его грешную, испорченную душу угнетало понимание того, что он будет осужден и погибнет. Redzot, ka neko vairs nevar panākt, Jūda metās laukā no tiesas zāles, saukdams par vēlu. И понимая, что уже ничего невозможно исправить, он выбежал из этого зала суда, восклицая «поздно, слишком поздно». Izmisumā viņš jūta, ka nespēja dzīvot, lai noskatītos, kā Jēzu piesitīs krustā un pakārās pats. И понимая, что он не сможет жить дальше, пережив зрелище того, как Христос будет распят, и он удавился. Un vēlāk, kad Jēzus tika vests uz Golgātu, И дальше, когда Иисуса вели уже на Голгофу, ļaunā pūļa kliedzieni un zaimi uz mirkli apklusa. И на мгновение, когда крики толпы и осуждения на мгновение затихли, Ejot garām kādam vientulīgam dārza stūrim, проходя мимо одного какого-то одинокого уголка сада, pie kāda nokautuša koka zemē tie ieraudzīja Jūdas līķi.
И под каким-то засохшим деревом они увидели тело Иуды. Tas bija visai atbaidošs skats. Это было отталкивающее, пугающее зрелище. Apostuļu darbi 1.18 ir rakstīts: В книге «Деяния апостолов» 1.18 написано: Uz vaiga nokritis, tas bija vidū pārsprādzis, un visas viņa iekšas bija izgāzušās. И когда он упал, расселась его внутренности, они выпали все его внутренности. Virve nebija izturējis viņa svaru, Веревка не выдержала его вес, un krītot viņš bija pārplīsis, izkropļots, и когда он падал, он повредил свое тело un suņi мертвое, jau sāka viņu laizīt. и уже бродячие собаки там. Tā atliekas nekavējoties apraka, lai paslēptu ļaužu acīm. И его останки поспешили похоронить, чтобы люди не смотрели на это. Bet tajā gājienā, kas devās uz Golgātu, lai krustā sistu Jēzu Kristu, Но то шествие, которое двигалось в сторону Голгофы, чтобы распять Христа, tad atskanēja mazāk zaimu, звучало уже меньше хулений. daži nobālēja, Кто-то побледнел, un likās, ka tie pārdomā, ka atmaksa jau sāk piemeklēt tos, kas vainīgi Jēzus nāvē. и кто-то начал задумываться над тем, что возмездие уже начинает постигать тех, кто отвергнул Христа. Un tomēr ļauno garu pārņemtais gājiens turpināja vadīt Jēzu uz krustā sišanu. И все-таки это шествие, руководимое злыми духами, оно продолжало свое движение. Jūdu vadoņi nebija ievērojuši to, kas ir rakstīts Dieva vārdā, Saharijas 7.9, piemēram. Иудейские вожди, они не обратили внимания на то, что написано в книге пророков, например, Захария 7.9. Tā saka tas kungs Cebot: Spriediet taisnu tiesu, un lai ik viens parādas pret savu brāli mīlestību un žēlsirdību. Так говорит Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Jēzus tiesāšanā to jūdu vadoņi absolūti neparādīja. Во время судилища над Христом иудейские лидеры этого совершенно не проявили. Bija vispārējais likums, ka neskaidrās lietās, kā toreiz tā tagad, ja nav skaidri pierādījumi, ir jākļūdās tiesnesim drīzāk uz žēlastības pusi. И есть такое в те времена, так и в наши, о том, что если какое-то дело неясно и неопределенно, то лучше ошибиться скорее в сторону помилования. Nedrīkstēja jūdu tautā notiesāt uz nāvi bez 2 vai 3 liecinieku liecībām. И нельзя было кого-то осудить на смерть, не имея 2 или 3 свидетелей. Bet jūdu vadoņi tā arī nevarēja tādas liecības ne pierādīt, ne apstiprināt. Но иудейские вожди не смогли найти таких свидетелей, которые бы подтвердили и были бы конкретные свидетельства. Un romietis, jeb kā viņu uzskatīja, citautietis, jeb pagāns Pilātus, pat atzina atkārtoties, nekādas vainas pie viņa neatrod. И как мы читали, что иноплеменник, язычник, можно сказать, иноземец, и то Пилат сказал, что я никакой вины в нем не нахожу. Tas bija kā pārmetums šiem garīgiem vadoņiem viņa netaisnībai un nežēlībai. Это был как бы упрек этим религиозным лидерам в их несправедливости и безжалостности. Pilāts visādi centās Jēzu atbrīvot. Пилат всячески старался освободить Христа. Viņš nostādīja blakām lielo noziedznieku un slepkavu laupītāju Bārabu. Он поставил с одной стороны убийцу, преступника, Варавву, Un otrā pusē Jēzu. и с другой стороны Иисуса. Un viņš cerēja atmodināt taisnības izjūtu. И он надеялся пробудить в них
чувство справедливости. Diemžēl tur nekas nesanāca. Но, к сожалению, мы знаем, что из этого ничего не получилось. Tauta izvēlējās slepkavu Bāramu. И народ выбрал убийцу Вараву. Pilāts pats atkāpās no taisnības principiem, И Пилат сам отступил от принципов справедливости. kaut arī viņš atzina, ka nekāda vaina nav atradis pie Jēzus. И хотя он засвидетельствовал, что никакой вины в Иисусе он не нашел, Viņš nodeva Jēzu nežēlīgai šaustīšanai ar pletni un karavīriem apsmiešanai. он все-таки предал Христа на безжалостное бичевание и насмешки воинов. Viņš gribēja panākt ļaužu līdzjūtību. Он хотел таким образом вызвать сочувствие в народе. Viņš cerēja, ka ļaudis un pat augstie priesteri, kas viņu apsūdzēja, Он надеялся, что народ и священники, которые осудили Иисуса, šo sodu uzskatīs par pietiekam lielu, Что? un Jēzu varēs atlaist. что они это бичевание расценят как достаточное наказание и согласятся отпустить Христа. Bet augstie priesteri to visu saprata otrādi. Но высшие руководители, священники это поняли как раз-таки наоборот. Viņi redzēja, ka Pilāts jau ir piekāpies, Они видели, что Пилат уже начинает поддаваться их требованиям. un ja viņi turpinās uzstāt, tad viņi panāks savu, panāks Jēzus nāvi. И если они будут продолжать быть настойчивыми, то они достигнут своей цели, то есть смерти Христа. Un ko viņi beigās pateica, kas bija izšķirošais Jāņa 19:12. И что оказало решающее влияние на Пилата, и это написано в Иоанна 19 главе 12 стихе. Jūdi kliedza, ja tu viņu atlaidīsi, tu neesi ķeizara draugs. Katrs, kas pats sevi ceļ par ķēniņu, saceļās pret ķeizaru. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий делающий себя царем, противник кесарю». Tātad no vienas puses viņi izlikās, ka viņi ir Romas ķeizara draugi, С одной стороны, они притворно показывали себя, как будто они являются друзьями римского Цезаря. jeb šie jūdi no visām apkārtējām Romas impērijas pakļautām tautām bija visniknākie Romas impērijas ienaidnieki. Хотя на самом деле иудеи из всех народов, которые римская власть подчинила себе, были самые бунтарские. Bet no otras puses tie bija draudi Pilātam. Но, с другой стороны, это была серьезная угроза в адрес Пилата. Ja viņš atlaidīs Jēzu, tad viņš tiks apsūdzēts imperatoram, ka viņš te aizstāv kaut kādu jūdu ķēniņu, kaut kādu dumpinieku, un pats Pilāts zaudēs amatu. И если он отпустит Иисуса, то тогда на него выдвинут обвинение в том, что он помиловал какого-то мятежника, какого-то самозванного царя, и тогда его снимут с этой должности. Un, lai nezaudētu laicīgo varu, godu amatu, Pilāts šī gadījumā nodeva savu sirdsapziņu, piekāpās jūdu prasībām. И, чтобы не потерять это земное преимущество, эту престижную должность, Пилат уступил свою справедливость, свою совесть и поддался требованию иудеев. Bet ievērojiet, ka neskatoties uz visu šo piesardzību, Но обратите внимание, что несмотря на всю эту предосторожность, ar Pilātu notika tieši tas, no kā viņš šajā brīdī baidījās. с Пилатом произошло то, чего на самом деле он боялся в тот момент. Viņu vēlāk atcēla no goda amata, И позже его все-таки сняли с этой почетной должности. pašpārmetumu un aizvainota lepnumu aizvainots un arī sirdsapziņas mocīts, varbūt neilgi pēc krustā sišanas viņš izdarīja pašnāvību. И, то есть, из-за угрызений совести, из-за его уязвленной гордости также описано, что он через недолгое время после распятия Христа также покончил жизнь самоубийством. Tas ir tāds cēloņu un seku princips, ja piemērs. Это пример того, что работает вот эта причинно-следственная Tie, связь. kas iet kompromisā ar netaisnību un grēku, pļaus likumsakarīgas sekas. Те, кто идут на компромисс со злом или грехом, будут пожинать
вот это вот последствие, которое придет. Tātad tieši tas, no kā baidījās, tieši tas piemeklē. И бывает так, что то, чего человек боялся, оно на самом деле его и постигает. Jā, nu vēl varētu pieminēt, kad Pilāts pasludināja sev par nevainīgu pie Kristus asinīm, viņš tur mazgāja rokas nevainībā. И написано еще, что Пилат провозгласил себя невиновным в крови Иисуса, когда умыл руки. Un tajā brīdī Kajafa izaicinoši atbildēja. И на тот момент Каиафа вызывающе ответил. Tātad Kajafa bija Jūda augstais priesteris, augstākais garīgais vadītājs. Каиафа был первосвященником, высшим религиозным руководителем. Viņš arī bija Sinedrija augstākās tiesas vadītājs jūdiem. Он также был руководителем Синедриона иудейского. Un ko viņš saka? Viņš saka, viņa asinis, lai nāk par mums un mūsu bērniem. И Каиафа произнес такие слова: «Кровь его на нас и на детях наших». Un šos vārdus pārtvēra klātesošais pūlis. И находящаяся там толпа подхватила эти слова. Un arī sauca viņa asinis, lai nāk par mums un mūsu bērniem. И они также восклицали: «Кровь его пусть придет на нас и на детей наших». Varētu teikt, vai tas bija mazsvarīgi, kas tagad notika? Разве это имело незначительное значение в отношении того, что сейчас происходит? Tātad tas ietekmē visu jūdu tautu un tautas nākotni. Это оказывает влияние на весь иудейский народ и на их будущее. Tie izvēlējās labāk atbrīvot Bārabu, kas bija laupītājs, slepkavu un sātana pārstāvis. Они выбрали скорее отпустить на свободу Вараву, который был убийца, преступник. Bet Kristus bija Dieva pārstāvis. И Варава был представитель сатаны, а Христос представитель Бога. Nu, pēc šīs izvēles arī Sātans kļuva par šīs tautas vadoni. И можно сказать, что после этого выбора сатана стал управляющим, как бы хозяином над этим народом. Tad viņiem bija jādara Sātana griba. Им пришлось исполнять уже волю другого злого господина. Varētu teikt, šie vārdi aizsniedz arī Dieva troni. Можно сказать, что эти слова также доносятся и до Божьего престола. Spriedums, ko tie paši sev izteica, tika pierakstīts debesīs. И тот приговор, который они сами над собой произнесли, он услышан. Un viņa lūgums, viņa asins, lai nāk par mums un mūsu bērniem, piepildījās vēlākos gadsimtos. И то выражение, та просьба, которую они сказали, что кровь пусть придет на нас и на наших детей, оно исполнилось в последующие века в этом народе. Ja palasām vēsturi, tad varam redzēt, cik kā nemitīgs glāstas pavadīja jūdu tautu visos gadsimtos un arī pēdējā tā sauktā holokausta laikā. И если мы будем читать исторические факты, то мы увидим, что такое постоянное проклятие преследовало этот народ, и особенно сильно во времена Второй мировой войны Холокост. Turklāt ir vēl viena lieta. Есть и еще один фактор. Jūdu tauta zaudēja savu īpašās tautas statusu ar šo rīcību. Этим действием еще иудейский народ потерял статус особого народа на этой земле. Un tas status pārgāja uz jaunās derības dzīvā Kristus draudzi, uz Kristus patiesiem sekotājiem. И этот статус теперь перешел на истинную церковь Иисуса Христа. Un tagad evaņģēlija vēsts tiek pasludināta visām tautām, ciltīm un valodām. И теперь евангельская весть проповедуется всем племенам, языкам и народам. Par to statusu vēl varam lasīt arī Romiešiem 9. nodaļā no 24. līdz 26. pantam. И об этом статусе также написано в послании римлянам, 9 глава, 24-26. Glika un angļu tulkojumā ir šāda doma. В переводе Эрнста Глика, в английской также Библии. Par tādiem, tātad par statusu ir runa.
par tādiem viņš arī mūs ir aicinājis nevien jūdu, bet arī no pagānu vidus, kā jau Hozejas grāmatā rakstīts, es saukšu par savu tautu to, kas nebija mana tauta. Tie taps saukti dzīvā Dieva bērni. То есть речь идет о статусе, который имел иудейский народ, но теперь он уже перешел, как мы читали, на церковь. И написано: таковыми он и нас призвал, не только из иудеев, но и из язычников, как и у Осии говорит: не мой народ назову моим народом, они названы будут детьми Бога живого. Jā, tur varētu pieminēt Daniela 9. nodaļas pravietojums, par ko jau agrāk ir daudz runāts, 24. līdz 27. pāns. Можно также упомянуть пророчество книги Даниила, которое мы уже раньше также обращались к нему, 9 глава, 24-27. Tur ir redzama arī ilustrācija, agrāk par to ir daudz runāts. Также есть иллюстрация. Tur bija precīzi pateikts Mesijas, Kristus nākšanas laiks, kalpošanas laiks un iznīcināšana viņa ne savas vainas dēļ. То есть это пророчество о Мессии, времени его правления и также завершении земного периода жизни Мессии. Tātad tur tika pateikts 490 gadu žēlastības laiks jūdu tautai. Там написано 490 лет, которые даны именно иудейскому народу. Un šo statusu viņi zaudēja mūsu ēras 34. gadā. И этот статус они были потеряли в 34 году нашей эры. Tātad tās viss ir nopietnas sekas attieksmē pret Dievvvārdu patiesībām un pret Kristu. Это все является серьезными последствиями их отношения к Слову Божьему и ко Христу. Un Dievs nekādā gadījumā nav vainojams, ka viņš būtu netaisns pret jūdu tautu. И Бога ни в коем случае нельзя обвинять в том, что Он несправедлив по отношению к иудейскому народу, Ne arī pret citiem. а также к другим людям. Gan vecās derības laikā bija izdevība arī citautiešiem nākt pie Dieva un pievienoties viņu prasībām un tautai. И как также во времена Ветхого Завета иноплеменники могли обратиться к Богу и присоединиться к Божьему народу. Tā arī jaunās derības laikā visiem, arī jūdiem, ir iespēja pieņemt Kristus evaņģēliju un patiesību. И также и в наше время любой человек, и в том числе иудеи, могут принять весть Евангелия и обратиться через Христа к Богу. Tā īsumā pieminēja tādas divas negatīvas sekas vai trīs. Tātad Jūdas piemērs, Pilāta piemērs un jūdu tautas piemērs. То есть мы как бы просмотрели вот эти три негативных примера, которые имели очень печальные последствия. Это пример Иуды, пример Пилата и пример израильского народа. Bet šīs sekas un ikviena cilvēka dzīves izvēles un rīcības sekas vēl skaidrāk būs redzamas pēc Kristus nākšanas. Но последствия выбора индивидуально каждого человека будут полностью видны при пришествии Un tas Христа. būs arī redzams un saprotams galējā tiesā, kas būs vēl pēc 1000 gadiem no Kristus otrās nākšanas. И это будет осуществляться во время последнего суда, который будет после пришествия Христа и после тысячелетнего царства. Par to varam lasīt Bībeles beigās, atklāsmes 21. 22. nodaļu. Об этом написано в книге Откровения 21 главе, 21-22 главе. Un tur ir aprakstīts, ka pēc tā laikmeta no debesīm nonāk jaunā Jeruzāleme, kā skaista un krāšņa, kā savam vīram graznot līgavu. И там описывается, что после этих событий с неба на землю спустился новый город Иерусалим, прекрасный, как невеста, приготовленная для мужа своего. Tad tiks modināti visu laikmetu bezdevīgie, И тогда будут разбужены все безбожники tie, kas всех времен. atmetuši Kristus piedāvāto glābšanas iespēju. Те, которые отвергли предлагаемого Христом спасения.
Tie būs ārpus jaunās Jeruzalemes mūriem. Они будут вне стен Нового Иерусалима. Un atklāsmes 20. nodaļā 9. pantā teikts, ka tie mudinātie bezdevīgie lielā dumpinieka vadībā būs ielenkuši šo svēto pilsētu no visām pusēm. И в Откровении 20 главе написано, что в 9 стихе, что под водительством великого мятежника эти нечестивые всех времен, они окружили Новый Иерусалим. Tātad Sātans iedvesmos viņus ieņemt ar varu šo pilsētu. Сатана вдохновляет их силой захватить этот небесный город. Bet tur nekas neiznāks, Но там, конечно, из этого ничего не получится. jo tur kā panorāmā parādīsies visu laikmetu svarīgākie notikumi. И там, как в панораме, будут показаны все важнейшие события всех времен. Arī šī Kristus tiesāšana un upuris cilvēku labā. Также и осуждение Христа и Его жертва за всех людей. Un ik viens cilvēks, arī tie, kas ir ārpus Jeruzalemes mūriem, redzēs savus dzīves gaitas un krustceles. И все люди также увидят все возможности, которые были даны им в жизни, весь их выбор. Redzēs katru vietu, kur tie ir nogriezušies no taisnības un patiesības ceļa. Они увидят каждый свой перекресток, где они свернули с пути правды и истины. Kur tie ir noraidījuši kāda draudzes locekļu vai svēto rakstu aicinājumu mainīt savu dzīvi pareizā virzienā. И все возможности, которые были даны им через членов церкви, через друзей, через Слово Божье, менять свою жизнь в правильную сторону. Izglābtie būs jaunās Jeruzalemes iekšpusē, И спасенные будут внутри этого Нового Иерусалима, un katrs pļaus savus izvēles sekas. и каждый пожнет последствия своего выбора. Eceķeļa 32:11 ir šādi vārdi. В книге Иезекииля 32:11 написано: Saka tas kungs Dievs, man nepatīk bezdievīgā nāve, bet ka bezdievīgais atgriežas no savu ļaunā ceļa un dzīvo. Говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и был жив. Tātad ir svarīgi mūsu dzīves laikā izdarīt pareizo izvēli. Поэтому очень важно в течение нашего жизненного периода сделать правильный выбор. Mūsu dzīve ir kā sagatavošanās skola, Наша жизнь подобна подготовительной школе, lai mēs iegūtu atestātu, ka esam derīgi iestāties mūžības augstskolā. чтобы мы получили как бы аттестат, подтверждающий, что мы пригодны поступить в вечную школу. Un mācīties vislielākā skolotāja Kristus vadībā visā mūžībā. И учиться под водительством наивысшего учителя Иисуса Христа целую вечность. Cilvēki gadu mijā veids dažādas prognozes, Люди в конце года предполагают какие-то прогнозы, zilē un prognozē, kādi būs nākošā gada notikumi, kā beigsies dažādi kari vai nebeigsies, vai sāksies jauni. гадают, предполагают, чтобы понять, кончатся ли какие-то войны или, может, начнутся еще и другие. Bet vissvarīgākais jautājums ir aprakstīts arī Bībeles tekstos. Но главнейшие события описаны в текстах книги Библии. Un ir arī tāda grāmata, praviešu gar iedvesmota, Elēnas Vaitas grāmata Lielā cīņa. И также есть книга, которая описана в духе пророчества, называется «Великая борьба». Un tur pēdējās nodaļas ir aprakstīts par cīņas beigām. И в последних главах описано последние события вот этой борьбы. Un, ja patreizējie kari vai agrāko laikmetu kari ietekmēja tā laikmeta un arī šī laikmeta cilvēks, И если войны, которые происходили в прошлые времена или происходят сейчас, они оказывали влияние на судьбы сейчас живущих людей, tad lielā cīņā starp Kristu un Sātanu то в великой борьбе между Христом и сатаной
Ik viens cilvēks visos laikmetos, arī šajā gadā, un ja Dievs dos arī nākošā gadā, būs iesaistīti. И каждый человек и в прошлом году, и в этом году, и дай Бог в следующем, будет участником этого. Tātad ir svarīgi pārvērtēt vērtības И поэтому важно пересматривать свои ценности un izdarīt izvēli, kurā frontes pusē mēs gribam atrasties. и делать выбор, чтобы понять, на какой стороне этого конфликта мы окажемся. Kristus pusē ir uzvara, На стороне Христа уже одержана победа, un viņš dod spēku saviem sekotājiem, и Он дает силу своим последователям. un viņš dod daudzus apsolījumus. И также Он дал много обещаний. Atklāsmes 21 un 7, piemēram, Например, одно из них написано Откровение 21:7. kas uzvar, tas iemantos visas lietas, un es būšu viņa Dievs, un viņš būs mans dēls. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и будет он мне сыном. Tātad galvenais, kas mums savā dzīvē jāpaspēj, ir izveidot raksturu, kas ir derīgs, atjaunotā Dieva valstībā, tā sabiedrībā. И главное, что мы должны успеть в течение нашей земной жизни, это сформировать характер, пригодный для жизни в Царстве Небесном. Tā saka tas kungs, stājieties uz ceļiem, uzlūkojiet dzīves gaitu ceļus, izpētiet, kurš ir tas senais un labais svētību un laimes ceļš, un staigājiet pa to, un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Lai Dievs svētī ikvienu izvēli un darbību. И пусть Господь благословит выбор каждого из нас и также действие. Amen.